прививочном кабинете детской поликлиники Алдана теперь стало намного меньше детских слез, ведь малыши попадают в самое настоящее сказочное царство, а значит, уколы не так уж и страшны. Они же там глазки ковыряют, хвостики разглядывают, велосипед там стараются провернуть эти колесики. Ну, в общем-то, Слез стало меньше. меньше, конечно. Они пока зашли, рот открыли, мы тоже с мамочкой поговорили, прививочку сделали. Декоративная отделка стен стала финальной нотой капитального ремонта. В создании красоты и уюта активное участие принимали медработники. Работы осуществлялись поэтапно. В 2021 была заменена система отопления и проведена реконструкция третьего этажа. В прошлом году фронт работ развернулся на первом и втором этажах, а также в цоколе. Финансы на реконструкцию и отделку были выделены по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Мы покрасили в нашем цветовом режиме, как мы хотели. Допустим, салатный второй этаж, третий у нас персикового цвета и первый этаж у нас фиолетовый. Мы все цвета раскомбинировали по разным этажам. Замена полов, установка новых дверей и окон, электрические работы, косметическая отделка. Объем задач оказался большим. Капитальная реконструкция была проведена в холле детской поликлиники. Регистратура стала открытой. Отсутствие высокой стойки и узких окошек предусмотрено современной моделью организации фронт-офиса. Да, хорошее ощущение, атмосфера, уют, вид, свет. Вообще классно. Ребенку тоже понравилось. Бегает, улыбается. Наряду с работами в детской поликлинике в прошлом году ремонт проходил в стационаре Алданской ЦРБ. Частичная перепланировка была произведена в педиатрическом отделении. Палат здесь стало больше, и в каждой появилась раковина. Капитальные работы проводились на третьем этаже главного корпуса, где располагаются первичное сосудистое отделение, неврологическая и терапевтическая службы. Во всем здании была заменена система отопления, отремонтированы лестничные марши и вентиляционная система. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.